Так что рекламная пауза, смотрим рекламу. Если вы желаете, конечно, помочь каналу Коми Рыбак, знайте одно, что каждая просмотренная реклама вами это небольшая копеечка в казну канала. А как бы деньги лишними никогда не бывают. Немножко-немножко, но капает за рекламу. Ну, пропустите, так пропустите. Что теперь? Не капнет, да и все. Так что рекламную паузу смотрим, не переключаемся. Скоро мы вернемся. Что? Еще помаленьку? Президентскую чекушку мы уже ушатали. Остается вон рыбацкий напиток от Коми Рыбака. Вон фотография видно, не видно? Смородина. Вот напиток. Смородины. Смородина, да, правда, настояться еще не успела. Цвет как у марганцовки, но это черная смородина. Душистая, дикая черная смородина. Совсем немножко нотку дает, но она отстоялась буквально там 2-3 дня, наверное. Ничего, ну цвет. А если бы отстоялась она хотя бы пару недель, то цвет был бы насыщенный такой, да, хороший. Я вот собрал эту черемуху и засушил, и буду настаивать. А я черемуху в этом году, ну, у нас Да, было тут черемуха. Нет, была, птицы съели все. Да. Птицы съели. Вот эта серая птица, откуда она появилась? Ее раньше не было. Это вот 2 года, наверное, или 3. Вот так бы дичь развилась, да? Да, вот так бы рябчики развели, чтобы летали, блин. Я только дверь не успел закрыть, и она уже тут на столе. Да что ты, блин. Кстати, уток в этом году, не знаю как дальше, но пока очень-очень много. Начало темнеть, там стая села, да, там стая села. Вот те 2 утки, которых я снимал, они проплыли и вечерком прямо на нас полетели метров буквально 30, наверное. Так что... Ну что-то охота открытая, а никто не стреляет. Да, тишина. Как в заповеднике. Тишина, да. Да. А пусть живут. Мы их не кормили, мы их убивать не будем. Добывать. Добывать. Будем. Придет время, мы пока... Да. А пока пусть бегут неуклюже. Пешеход по лужам. А вода по асфальту рекой, и неясно прохожим в этот день не похожий, почему ж ты веселый такой? А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Пара-па-пара-па-па-пам-пам. Будьте здоровы, сэр. Я думал, у Ивана Липтон персик, а это, оказывается, чайный гриб. Да. Эликсир молодости. Чайный гриб. Ну, если Иван сказал, что это эликсир молодости, то я спорить не буду. Я теперь тоже у Ивана возьму гриба чайного и тоже буду пить чайный гриб. Да, то... И будет очень вы запили? Да. Очень вкусно. Это пицца, коми-пицца? Да, это Валя пекла. С грибами? Да, там грибы, колбаса и прочее. Так, ну что, давай по маленькой, да, бацанем что-нибудь. Костер потушили, потому что дожди были, земля была влажная, пошли грибы. Иван Григорьевич вон собрал сколько? 4 ведра? Да, я 4 ведра. 5 5-литровых банок уже засушил. Но 3 дня уже нет дождей, и вся почва опять высохла, и как бы уже опять появилась пожароопасность. И любой уголек, который может выстрелить с костра, стрельнуть, может пожаром. Так что мы аккуратно это все под присмотром вскипятили чайники, и потом костер разобрали, затушили все это водой, чтобы быть спокойным. Хотелось, конечно, спокойно. Да, чтобы спать спокойно, и чтобы пожара не было в лесу, а то сгорит и лес, и изба, и сами сгорим еще, не дай бог. А так были планы, конечно, возле костра, большой костер разжечь и возле костра сыграть на баяне, но лучше не будем.
Да. большой костер разжигать, потому что очень опасно. Кругом деревья, кругом это борода тут- на деревьях, да, которая но- очень быстро может от любой искры воспламениться. Лучше не надо. Лучше мы в избушечке так вот спокойненько маханем и споем что-нибудь. Маханем за республику Коми. Да, пусть процветает. Дай бог сейчас новый президент может, ну, всегда надеешься на что-то лучшее. Дай бог, чтобы у него была голова на плечах. У нового президента, я не знаю, правда, кого выберут. Или ИО временно исполняющего, или кого-то другого. Да, да, пусть уже ее, раз он интересуется, приехал в район, вот порядок чуть-чуть, видишь же, наводят. То площадку, то там набережную обустроили. Но это набережная, там бардак был, как я приехал, там был магазин, Ягодка, приезжали, павильон ягодка была. Да? была березка. Березка или ягодка, что Да. такое было. И приезжали даже перед этим, приезжали даже на оленях туда торговать, приезжали, семгу привозили. Сижу по реке. Да, по реке на оленях приезжали, была зима, так зима была 50 градусов, 55, сейчас таких морозов уже Ну, сейчас и нету. река не замерзнет так, чтобы доехать можно было. Да, самый большой мороз был в 75 году, 55 градусов в Троицке, все. С тех пор Я морозов... 42 помню, больше уже не помню. Ну вот, потом 40, 42. А сейчас 32 и не больше. Да, сейчас до 32, 30. 40 уже 2 года не было 40 градусов. Не было, конечно. Так так А мы вообще хотим еще климат- налима крупного поймать. Да, Налим же климат- мороз любит. Да, климат меняется. Когда-то покойная теща сказала, здесь, где вечные морозы, сейчас, где все вечная мерзлота, здесь, говорит, будет жарче, чем на юге, а там будет холод. Вот она, ну, говорит, земля поворачивается в другую сторону. Ну, не знаю, мы, наверное, Ну, уже она- не доживем. Нет, хотелось бы посмотреть. Как это так, да? Когда у нас яблони зацветут, да? Да, только... А яблони цветут, у тещи у меня в огороде яблоня здоровая, Ну просто да, там но- не привитая, она маленькие Ну, яблочки. яблоки-то райские. вишни вот такие, да. Райские яблоки. Но вчера только сказали, что как, ну, климат меняется в обратную сторону. Все. Земля поворачивается, как говорится. Да пусть лучше не меняется, пусть лучше Так будет вот как именно, было. да. Давай. Ну, Пусть вернутся морозы, пусть вернется нормальное лето, и пусть вернутся крупные налимы, которые раньше жили ну, у нас зимой. апокалипсис был 4 миллиона лет назад. И вот после этого кто-то выжил, кто-то остался. И вот опять размножились люди. А так, Будем. ну мы за жизнь. Давай за жизнь. У. Че, Хариса достаем? Ага. Ну, друг мой сердечный, спасибо, сегодня что-то клюнул. Да, малосолка. Вон газета там есть. Кусок. А, возьми такой. Да, вот. На ней порежь ты. А. Вот на ней порежь, а потом можно будет. Спасибо, что клюнул. Да, Спасибо, только- что вырос, но прости, что не дорос. Да. Да, до 2 килограмм. Так, ножик. Ну, Переверни рисунок к низу. Это краски меньше. краски меньше. То есть- Все, сейчас мы... О, рассол выпустил уже. Ну как же, не, он нормально. Вон, мы засолили, просто разрезали вдоль, даже вон, и корка есть, икру. Ну, я Давай, положил. бутерброд будешь? Я положил туда на место. Так, стоп. А где я хлеб? Я же отрезал. Так вот. Вот вам раз икра. А мне печенка тогда. Вот, 2. И тут чуть-чуть еще жир было. Жир тоже еда. Конечно, это же не беда. Это... Все, что, куски будем или так пополам просто сделаем и все? Не, ты так. режь. Порционно, да? Да, порционно. Вот как колбас. Скатерть не порежешь, потому что скатерть свежая. Я как-то раньше попадал так на соединение, только чик, чик, чик. Так рассчитаю под плавником где-то соединение. Там.
О, уже мягонькая, уже просолилась. Не, так он то 15 минут солится. Все. А зимой, мне кажется, еще быстрее, да, со Да, снегом? со снегом, если солить, обвалять в снег и соль. Он, блин, вообще красота. Смотри, у нас тут можно целую бригаду накормить одной рыбой. Ну так вот, в том-то и весь вопрос, что она не ужарилась. Да. Вот она бы стала мягкой до завтра, а этой рыбе ничего не будет. Ничего, абсолютно. О, Вот такая вот у нас получилась вкусняшка из свежепросоленного хариуса. да, Она не 15 даже, а где-то с полчасика просолилась. Вон. да, о, Так, Давай. видно, не видно? Вот такая вот вкусняшечка. давай И мы сейчас под эту вкусняшечку до рыбацкого напитка. Ох! Эх, ну. Вот он, Скоро, очень скоро уже. 2 часа назад он живой. Ну, не 2-3, наверное, уже. 3 уже. Скоро, очень скоро у меня, друзья, новая рыбалка. Иван Григорьевич остается здесь на родных местах. Ну, а я с Серегой поедем чуть подальше немножко. И попробуем на новых местах. Ну, не то, что новых. Для меня это новые, для Сереги это старые места. В общем, еду, друзья, в гости к Сергею. С Серегой мы вместе с Иваном Григорьевичем ездили 7-го на день Ивана Купала, уже порыбачили. Иван Григорьевич его знает тоже. Так что Привет ему. вот так вот, Серега. Серега, тебе привет. Давай. Этот ролик по-любому выйдет раньше, чем тот, который мы заснимем потом. Но будет небольшое отставание, но ничего страшного. Ну, здоровья. Чтобы, И успехов вам. чтобы всё получилось. Радости на пути рыбацкой. Да, на новых На пути не. местах. Дай Бог. Эх, блин, да мы все равно. Как масло. Я не знаю, кто-то не пробовал. Я сначала печенка. Кто не пробовал эту свежатину, это У меня всегда, когда чистила рыбу, у меня так все в крови было. Печенку, жир, Да. это, соль, хлебушек. Всегда. Помню, солонка всегда в крови была. а, Посолила, да? да, вот это Вкусняшка. вкусняшка. Это А печенка такая вкусная тоже. Вот есть там деликатесы в ресторанах там. нет, такого не найдешь. Там они могут поставить там 3 зернышка красной икры. У чилийские семги там в Чили где-то поймают. Я вообще понимаю, откуда в Чили семга? А в Норвегии покупают. Конечно. Покупают. Ладно, другое дело, там обезьяну посадят, мозги достанут. А семгу там нет. Вкусняшка, да? А, Это это же как масло. Это И самое интересное, получается, мы зимой-то хариуса всегда едим больше, чем летом, да? Да. Потому что летом поймать его можно, но сложно. Нет, сложного ничего нету. Не вот закинул вон и черпай. Давали бы лицензию еще на вылов, да? Чтобы спокойно, не боясь. Да. Черпанул, взял сколько надо. Ну, Отметил поймал, книжки, да? надо тебе 5 штук. Поймал 5 штук. Все. Я даю разрешение на 5 штук. Не, но вот Дима сейчас говорил, одна лицензия 2000. Ну и пусть. Вот. Поймал одну, отметил, но 13 килограмм за 2000. Ну, вот как лотерея, там волна еще была большая. Раз закинули пусто, вторая 13 килограмм. Я бы 2000 с удовольствием бы заплатил, чтобы законно, все на законном уровне, все поймать это. Ну, у нас нет такого. У нас нет лицензионного вылова. Не знаю почему. Потому что у нас... Почему-то, смотри, в Якутии, да, коренным жителям дают. Мгм.
Я коренной житель Коми, нас меньше еще, чем якутов в разы. Да. И почему-то я не могу рыбачить на родной реке, где с детства вырос. Я коренной житель, последний из Коми, можно сказать, блин. Да. Мои дети уже по местам идут там, Да, уже. а я не могу. Новому президенту надо будет Не, ну если... вопрос задать. Не, фактически, если разобраться, вот, допустим, у Печоры нет ни одной рыбы. Вот, ну нет. Ни этого окуня, ни этой сорной, ни ценной, никакой рыбы нет. Насколько упадет экономика республики? Ни насколько. Как была, так и будет. Потому что это ничего не дает. Это просто мы должны сохранить. Мне один начальник говорил, короче, когда-то я довозил, блин, руководящего человека, ну, был первый секретарь он, и он говорит: Ваня, вот вы ловите семгу, вы знаете, что наши дети, внуки, что скажут, если не будет, вот семга кончится у Печорья. Ну, я, конечно, недолго думал, я сразу сказал ему: ну, я что говорю своему прадеду, что он мамонтов не сберег? Может, наши внуки вообще рыбу не будут кушать? Ну, они кушают хрустики там какие-то, это все, Чипсы, да. чипсы, а им, может, рыба вообще не нужна будет. Если говорят, что 5 пальцев им не нужно будет, 1 палец только нажимать компьютер, и все. От рыбалки, как мы рыбачим, Да. рыба никогда не закончится. Конечно, Испокон веков ловили на сети. конечно, так Острогой кололи на лима. да, она ж, ты ж не Никогда рыбам. ты ж не заколешь ты. Наоборот, есть выбор. А. Бьешь крупную, мелкого оставляешь. А вот разливы нефти, Да. химические вот эти заводы, загрязнение окружающей среды. Вон, почему рыбы-то нет. А не из-за того, что мы ловим на удочку, на спиннинг, Я на помню. продольники, на острогу, на сети. От этого рыба никогда не закончится. Никогда. Никогда. Я помню, привезли удобрения на луга. Его надо было, сено скосили, надо раскинуть удобрение, чтобы оно ушло в землю дождями осенними. Они привезли его по морозцу, выкинули. Весна, затопила Половодье. луга, половодье. И все в речку. И где, да, и все в речку, и где это удобрение, и потом мы ждем рыбу. Мгм. И это рыбаки и виноваты. Или очистные хлорки, живьем концентрированную хлорку Да. по очистне. А то, что ты удочкой ловишь, никогда не выловишь. Спокон веков люди селились на берегах рек, чтобы выжить. Ну, потеплело. Ну, вкусняшка. я даже местами спотел. Не, нормально. Сегодня я... Заметьте, это надо число запомнить. Какое сегодня число? 22-й. 23. Это уже... Было 23, 22 было вчера. И я был вот в летнем в тонких штанах, в тонкой куртке, и прохладно стало только, когда сейчас ехал на моторе сюда. Это теплый день еще 22. Конечно. Так и будет еще теплые дни. Ну, не знаю. Будут. Что, помаленькие еще? Не, Не, все. потом там уже... А то забуду слова. Я же хотел это... Ну, давай. Я же вроде бы хотел спеть. Ну, все, друзья. Рождение Коми Республики. Музыкальная пауза. Начинаем. Здорово. Пусть этот пауэрбанк Не, ну, будет. хай подавится. А. Как председатель колхоза говорил. Ну что, дорогие земляки, в прошлом году у нас кукурузу съела тля. Че, будем сеять в этом году? А все кричат: будем, хай подавится. Конечно, так и мы. Будем, пусть подавится.
Мой отец, знаешь, как говорил насчет воровства? И, кстати, может быть, оно и все правильно говорит. О, я когда, говорит, умру, у меня все на том свете будет. Потому что у меня много чего украли. Сети будут. У меня сети, говорит, десятками воровали. А это раньше не так, как сейчас было. Конечно. Каждую сеть надо было вязать долгими зимними вечерами, насаживать. Это очень дорого она стоила не в денежном эквиваленте, а в трудовом. Сколько труда Да, надо вот кинуло. время. С капроновой тонкой нитки. Это очень дорогие сети Мы были тогда. парашютные эти распускали стропы. И вещь была очень дорогая. И когда я с отцом ходил, и он видит, что сеть украли, он просто был в бешенстве. Я один раз одного воришку проучил, взял зашкварник, кинул в весеннюю воду. Плыви, сука, говорит. Правильно? Он плыл, иди еще плыви. Утонул. А когда воровал, говорит, не... ну поймал на воровстве. Ну. Вот. Потом, говорит, ружье. Моя мать фельдшером работала, а в Рустанове врач какой-то был, он приезжал сюда. Он говорит, Геннадий, у тебя, говорит, 2-3 ружья, говорит, дай поохотиться одно ружье. Он ему дал поохотиться. И все. Больше не дает. Говорит, ружье-то дай, у тебя, говорит, 2 ружья еще. Ну какая разница, я же, говорит, тебе не подарил, я, говорит, это ружье, все легальное, все, говорит. Да. Ну тогда ты легально что, пошел, да купил за 20 рублей эти да, ружья. я тоже 2 покупал. И все, говорит, он дал, говорит, на том свете, говорит, у меня ружье будет охотиться. Сети, говорит, будут рыбы ловить, так что, говорит, с голоду я на том свете не умру. Пусть, говорит, их Бог сам судит, все, что они своровали. А у меня, говорит, все будет хорошо. Правильно, Так и у меня. На том свете у меня уже 2 повербанка. Свет уже Да, есть. уже темно не будет, да. Че, коми? Живем коми? Живем коми, поем коми. Даже я не все слова знаю, как бы первый куплет знаю, последний немного, не, ну... припевы немного могу повторить. А Иван Григорьевич, украинец по национальности, всю жизнь прожил в Коми и по Коми даже может петь песни. Вот так вот. Бывает. А по-украински тоже. Ну, так это с детства, да?
барвінок вється, Галю моя Галю, дай води напиться, ти така хороша, дай хоч подивиться, ти така хороша, дай хоч подивиться, вода у ставочку, піди та й напийся, я буду в садочку, піди подивися, я буду в садочку, піди подивися. Прийшов у садочок, зозуля ховала, а ти ж мене, Галю, та й не шанувала, а ти ж мене, Галю, та й не шанувала. Воду в ставочку, піди напийся, я буду в садочку, прийди подивися, я буду в садочку, прийди подивися. Браво, Иван Григорьевич, браво. Да. Вот Молодец. так. Эта избушка еще звука баяна не слышала. Я еще сомневаюсь. Многие, какие? Да никакие, наверное, избушки звука баяна не слышали. Ну, мы еще им покажем. Да. Мы Так, теперь возьмем Мы же хотели... наш баян на вооружение. Она уже вон пальцы болят и говорит, они не могу аккордами не заставить, гнутся. да. Не гнутся. Вон, сустав, да, это шишка получается. Да, вот она выросла такая. Раньше, говорит, мог аккорды ставить, теперь, говорит, только двумя пальцами. 3. 4 не... А, 4 могу еще. Только с бока. Со скольки лет играешь? А? Со скольки лет играешь? Я пришел с армии и начал играть. Я А брату купил баян. Ехал с армии. Ну, отец так посылает деньги, посылает. Подкопил там то все. 120 рублей он стоил, вот у меня ценник сейчас я смотрел. И- Этот баян тоже 72 года. Купил это брату, думаю, ну, младший, что, с 56-го года. Пусть учится, да? Пусть учится. Принес. Ну, я не умел играть. Мне показали 3 аккорда, вот. Это уже не 3 аккорда. Ну, это было без переборов там, так. Я ему показал это, он день там тягал его, неделю, короче. Потом я спрашиваю, Семен, а где баян? Он говорит, а там вот под диваном. Я говорю, а что? Да у меня уже рука болит. Я говорю, и что, не тянет? Нет, уже я не хочу. Не хватит, сам освоил, да? Да, и я взял баян и, короче, что-то учил, которые песни пел, я все учил. Такую песню учил. Но я хотел про рыбаков какой-то. Марьяна Мар, Марьяна Мар, городок невелик и нема. У Печоры, у реки, где живут оленеводы, рыбачат рыбаки. У
печоры у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Так, рекламная пауза, по 50 грамм надо. Как это поется? Гармонист устал запинаться, стал. Налейте 100 грамм, он сыграет еще вам. Налейте 100 грамм, он сыграет еще вам. Сейчас представляю, это все по Печоре слышно, да? Это и рыбаки думают, обалдеть! Вот это да! Тут дощечки такой, конечно. Скажет, это Здорово. чудится это. Да. А вот к глухарю идешь, глухарь сидит, не надо собаку, бери баян и играй. И подойдешь к дереву, он смотрит, блядь. Что так? Выткался над озером алый свет зари. Глухари. А что за глухарь? Где-то плачет Иварга. Да, нет, я слово. Ну, а мне не плачется, там на душе светло. Все. Ой, что там горле рычит, не пора ли промочить? Скажешь, ну вообще, но вы вообще даете, Геннадий Геннадьевич, вы, ну так. что вы одну воду наливаете? Да, рыбацкий напиток это вода, вкусная вода. Ну вкусно, да она еще и подкрашена. С марганцовой. Смородина. Да, и... Ага, Хариус любит воду. Ой, как любит. Тем более с марганцовкой. Это уже супер закусь. Кто не пробовал, тот никогда не поймет, как вкусен печорский просольный хариус. Ну, а кто пробовал, Чистейшая рыба. тот всегда поддержит, что это лучшая еда, лучшая закуска. Ну, Дима Канев, ты уже, прости, ты сегодня видел бутерброд такой, кусок розовой семги, свежепросольной, и сидит Чайковского попивает. Молодца, Дима, молодца. Респект. И уважуха. Ну, мы, может быть, с Иваном еще... Иван семгу ловил, я семгу- ловил. Я не ловил. Нет, Были времена, ну не хочу было время. говорить количество. Но без семги не сидел. Нет. Хочу, я сейчас знаю, где ямки, где что, но... Как говорят, она не ест ничего, когда идет на дележ, правильно? Нет? Да, она не ест. Это то, что она на блесну берет. Это она давит хариуса. Потому что это конкурент, это икру бы есть будет. А она, если он возле лунки будет, мы же поднимались в Верховье, плывет хариус, он полуживой, как бы перекушенный. Все, это семга. Это семга его даванула. Она не ест ничего. Она Чтобы выжить. Да, она осенью спускается, отнерестившись. Башка вот такая, сама хвост клином. И потом на море опять отъедается, Ну, да? если она дойдет до соленой воды, она выживет. А если она не дойдет, А вот то, интересно, да? А икру ложит в Верховье? ну, конечно, потому что она сама там вывелась. Семга есть, а просто сейчас она в низовьях она пошла. Сколько? За неделю-две до сюда дойдет, через 2 недели здесь у нас вот будет. 70 километров в час. Ну, читай. Ну до Печоры 500. Ну, в конце августа она уже будет здесь, или в начале сентября, да, где-то так? В октябре да? не рис, в октябре. Ну-ка, тихо. Или ты там?
чем семга? Хариус тоже вкусная рыба, да? Ой, блин. Забацай два колера украинской там. Сыграешь? Я не играю, я по фанеру. Свои зайкой знакомый голос слышится, и поют сумочку Знакомый голос слышится, и поют всю ночку соловьи. Я два колера под фанеру пою, но я могу без фанеры, как говорится, акапеллой спеть. Хорошая песня, мне Акапеллой понравилась. спеть. Ивана даже на магнитофоне, кассетный магнитофон у Ивана в Да, машине, я. не дисковый даже, не MP3, не AUX, ничего. Я уже сейчас, наверное, ни в какой машине, но очень мало машин, где есть кассетная магнитола. Но У Ивана Григорьевича кассетный магнитофон, кассетная магнитола в автомобиле. Автомобиль тоже какого года? 95-го. 95-го года Hyundai, да? Да, Hyundai. Hyundai. И там кассетная магнитола, и когда я с Иваном еду, это украинские песни, это в порядке вещей, там два колера мои, два колера. И Иван объяснил мне смысл этих слов, потому что я украинский не полностью понимаю, но очень душевная песня, очень берет за души. Слушаем акапелла. Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними та чорними нитками. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то журба. Мене водило в безвісті життя, та я же вертався на свої пороги, переплились, як мамине шиття, щасливі, сумні мої, щасливі та сумні мої дороги. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то журба. Мені війнула в очі сивина, та я ж нічого не везу додому, лиш згорточок старого полотна і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому.
Два кольори моїх, два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то журба. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори, червоний то любов, а чорний то журба. Спасибо. Браво, Иван Григорьевич, браво. Спасибо. Браво. Хоть один зритель поаплодировал. Круто, круто. Садится батарейка, вижу, осталось одно деление. Ставлю на зарядку, рекламная пауза. Ну а мы пока, если с вашего разрешения, по маленькой, я думаю, никто не будет против. Продолжение следует. Время у нас 11:30. Дай, До да. 12 мы еще отдохнем. Да-да-да, успей. Рекламная пауза. Без обид. Ну что, время у нас уже без 10:12. Дискотека продолжается. Тот и тот. Берега, берега, берега тот и тот. Между ними река моей жизни. Между ними река моей жизни течет. От рождения течет и до тризны. А на том берегу рыбаки не водят. А на том берегу они харюза едят. А на том берегу. Харюса на этом берегу едим. Ай-яй-яй, мне туда, а на том берегу было то, Не пойдем что никогда. забыть не могу. А на том берегу незабудки цветут. А на том берегу звезды звезды салют. А на том берегу, А на том берегу было все, что забыть никогда не смогу. Вот так вот. Ваше здоровье, господа. Я немножко подустал уже, вырубился. Нет, ну, Баян устал, Да. мы-то не устаем. Сейчас, секунду. Я хочу тоже передать, сейчас выпишу сначала, потом скажу. Огромный привет моей постоянной подписчице, которая оставляет постоянно добрые, позитивные комментарии. Наташа Михайлова, привет, землячка. Да, тебе здоровья. И вспомнил песню, которую мы играли, ой, дай бог вспомнить, лет 20 назад. Я, правда, уже этот инструмент лет 20-то, наверное, точно в руках не держал. Но раньше, да, раньше как-то взять вот Новый год, праздник. Мы встречали его весело. Это не то, что сейчас, вот, скажем, клубы, кабаки. До нас встречали еще веселее. Но я застал эти времена еще, когда ходили по улицам, Да, с под ёлку. баяном, под елку, да. И вот как сейчас вот помню, 2001 или 2002 Новый год, где-то вот в это время, Новый год. Мы пошли в гости к друзьям, гуляли и пришли на елку. И возле сейчас Магнита, тогда был Универсам или Да, что такое. сам. Вот возле Магнита ёлка. стояла елка, и там что-то хороводы крутят туда-сюда. И мужичок там что-то на баяне. День, ну, дугаря. И все поют, танцуют, там, блин, Там ерунда, что играешь. Да, хороводят там, а он уже все. Лишь бы Я говорю, музыка пиликала. можно мне это
попробовать там. Ну, я тогда чаще еще инструмент в руках держал. Точно сумеешь? Я говорю, ну, попробую, получится нет. Ну, Баян же не пьяный. да, я говорю, ну как, ты по-любому что-нибудь да получится. Я как сейчас помню, вот достал вот тоже баян. И... Просто зимняя тема же получается. И я забацал тогда. Вот, что-то вот похоже типа. Потолок ледяной, скрипучая, зашершала стеной, тьма колючая, пошагнет на порог всюду рыник, а из окон порог синий. И в этом роде. И все, толпа так завелась. Бац, бац, бац. Гармонисту 100 граммов сыграй. Да, еще. Да. Гармонисту 100 граммов сыграет еще вам. Тут понеслась. И да, и ставя стопку на баян, Тут... наливают и прямо с баяна. Товарищ у меня есть тоже, что он работал. Вовка Мизинцев, ты знаешь это? Да-да. Вот это. Он, толпа большая. Пойдем. У него в одной руке шампанское, в другой рукаве водка. Пойдем за Новый год туда-сюда. Я говорю, ну, у меня толпа. Толпе не наливаю, гармонисту наливаю. И он мне раз. А тут не надо Вовы. Тут народ-то понял это уже все. Ну да. А они, смотрю, уже там уснул, и у меня инструмент в руках, и понеслась. Шампанское, водка, шампанское. А мне надо было 1 числа в 9 или в 10 утра на работу. Я чувствую, я говорю, все хорошо. А куда хорошо? Попробую уйти от толпы. Да. Меня ни в какую. И понеслось. Тогда еще вот это... Одну песню, другую там... Ну, танцевали все. И сектора газа, и там все. Я даже все. Мне уже пальцы коченеют. Говорит, погрейся опять. Все подряд. Играли. Ну, дело закончилось не очень хорошо тогда, конечно. 8:30 я все-таки вырвался с этой толпы утром. И на работу. Посмотрел на себя в зеркало и сказал, я, наверное, на таком виде на работу не пойду. Да, заболею. До обеда я сказал, мне что-то, говорю, плохо после Нового года, говорю, траванулся салатом. Крепко. Да, салатом. И приду только после обеда. Знаешь, что мне начальник сказал тогда? Ох, мне дорого обошлась этот Новый год, гулянка тогда. Один а мы работали, второй, третий. Нет, мы работали сутками, да, 24 часа у нас смена была. А он берет по трудовому кодексу, и у меня 4 часа получилось опоздание на работу, да? Да. Ничего, работу не потерял, вообще ничего. Как бы напарник мой был, все, я пришел, в обед уже, как стеклышко, бодренький, трезвенький. Я же не пойду, я проспался нормально, с 8:30 в этом году. Да. Пришел. Он говорит, по ГЗОТу 4 часа является опозданием. А не учел, что не 7-часовой рабочий день, а 24 рабочий день. Да, 24. А я говорю, ну, если я ему говорю, ну тогда я пошел дальше гулять. Ты мне прогул ставишь, тогда я пошел дальше гулять. Не, если ты пойдешь гулять сейчас, мало того, говорит, будет прогулом, говорит, я тебя просто уволю. Так что ты, говорит, работай. Я говорю, как работать? Бесплатно, говорю, это прогул. Ну, не хочешь, не работай, вообще работать не будешь тогда. И вот я отработал тот день, 1 января. А это получается праздничный день, оплата вдвойне, там, втройне, да, это и, все. 1 января. Получилось... Сутки. А он мне проставил прогул, хрена не праздничные. Потом квартал прошел, он меня лишил квартальной премии. И когда закончился год, он меня лишает 13 зарплаты. Ничего себе. Короче, за одно проступок я тогда поимел 3 наказания. По идее так нельзя, но я сам виноват, и что поделаешь. Ну вот. Наташа Михайловна, я не зря тебя вспомнил. Именно под елкой я пел такую песню сейчас, дай бог вспомнить. Он исполняет... не стал вначале. Дай бог с ним, бог судья. Юра Шатунов тогда пел, популярная песня была тогда такая. Детство, ты куда? И там по крышам бегал. Да, и песенка про Наташу, так что, Наташа Михайлова, в твою честь эта песенка. Если сейчас, конечно, вспомню. Детство, ты куда ушлешь? Детство, ты куда ушлешь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, ты куда постой? А я хочу
хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Дрозину пташку дергать за косу, на самокат мчаться по двору. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Дрозину пташку дергать за косу, на самокат мчаться по двору. Что там еще не помню? Детство милого мне, нет, детство, ты куда ушло? И уютный уголок нашло. Детство милого мне не догнать, остается грустью вспоминать. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Дергать за косу, на самокате мчаться по двору. А я опять по крышам бегать, голубей гонять. Дергать за косу, самокате мчаться по двору. О, даже вспомнил. Лет 20, наверное, инструмента в руках не держал. Такие Что-то инструменты, еще- такие слова, это же Слова, да, это все. запомнить детство. Ну, а тогда руки согреешь, там, перчатка, пачка, все получалось. Ходили Да. по Троицку, да, пели песни, орали. так. Кто-то говорил вот такие, а кто-то поддерживал, и что, А нормально. большинство говорили, давай, давай, давай. Ну, а потом как-то вот это инструмент А потом сложил. этот баян отошел. Все играют красиво на магнитофонах. Зачем на баяне играть? Художественная самодеятельность. Само деятельность. Сами деем. Коми песня вот эта. Ну, как-то вот так, друзья, как-то вот так. Да. По маленькой. Да, конечно. А, ну, по маленькой. Нет, ну, согласись, Иван Григорьевич, если бы мы сидели дома, если бы мы не потеряли повербанк, все бы было нормально, мы бы... Эта рыбалка у нас не запланированная была. Это не планировано, да. А посмотри, но- как хорошо получилось, да? Не, но ты позвонил мне. Я что-то подумал. Я же его вот туда положил Ну да, за он это. и за столбом меня нет. Я а думаю, лента ну была на эта потолке. лента вот тут была. Ну я и говорю, да, ну давай съездим, а вдруг? Ну тут видишь, сколько народу было. Нет, вот появилась новая надпись. Главное сначала А. надпись вот такая. Фамилия была. Ну, Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот. была Кто- надпись фамилия. Кто-то написал вот. Сейчас я вам Фамилия, включу все. фонарик, включу вот. Вон, сначала фамилия была надпись была. какая. Один Здесь был. И вот такая вот что-то, не знаю, это надо шифровальщика взять, кто и что написал. Это ж сначала написали, подписались, потом это все зачеркали и написали спасибо хозяевам за приют. А кто это был? Он же написал, здесь был фамилия, имя, отчество, скорее всего, и подпись. Это все он убрал. Может, вот он и взял повербанк, чтобы не оставлять следы, взял и запачкал все. Спасибо с хозяевам за Зачем уют. писать на стенах, а потом стирать? Да. Если ты написал от души, то уже Да, я знаю, оставь. что ну, пишут, журнал оставляют в избушках, и в журнале отмечаются, вот мы здесь были, Да. какого-то числа. Все. Есть журналы, да. А в старой избе вот у отца, у него журнала не было, а у него просто подоконники вот такие широкие были с Ну цельного да, дерева. И на всё подоконнике писалось. чернильным карандашом такое-то число, такого-то года. Да, я тут был. Был, поймал белку там, что-то глухарь попался, опять ли там, это коротко. И
все косяки вот оконные были исписаны. То Ну есть да, потому что ну кто-то приходил же. Там, избушка еще вот 3 стены стоит, а 4-й угол вот рухнул, прогнил, и не знаю. м. Надо, Да конечно, нет, так и как-то... там надо снести и срубить новый. Или угол как-то, вот 3 угла-то целые еще, как бы, угол поднять, крышу, не знаю, или проще новую Нет, тогда. проще новый. Проще новую, Чем да. старый, если подгонять. Там это- еще целые, оконный косяк целый, окно целое, Ну, уже не надо делать. да, уже Потом целый дверной Дверь. проем с цельного, все, с дверью. двери, окна снять, а это с сушняка можно. И труба целая еще. Там Да. была кирпичная печка, там труба железная. Как бы Нарубить, и это с сушняка. найти место, я так думаю, и весной построить избушку, да? Да. Как бы, не Да. знаю, если получится. Если там близко затопляло к избе, нет? Далеко? Я не знаю, вот надо... Вот надо как вода. Надо осенью пройтись, и весной надо по большой воде пройтись. По большой воде надо. А там же вот, видно, куда вас затопляет-то, по деревьям-то видно. Ну, вот надо делать, вот затопляет вот бугор. Вот Блин, не сделал привык часам, здесь. часы сниму. А тут потом пропилил себе Может, красить тропкой не надо. нафиг для рыб, До, для две- сетей. до и всё. 2004 года часы всегда были с собой у меня, ну, такие белорусские, электроника 55-я, что ли, я не помню. Я Они не до того удобные были, и мне всегда... В 4-м году я потерял. У меня целый сарай часов. И Я у меня, не ношу. помню, 40, куда ты там оставил, туда-сюда. Так А я мне не знаю. подарили, мне подарят. Я Потом, когда- неделю ношу, потом снял, все. Потом, когда мы переезжали на другую квартиру, стенку начали... А, нет, не переезжали, новую стенку купили. И супруга моя перестановку начала делать. Старую стенку разобрали, вот они, за стенкой лежат. Ромка был мелкий, он 3 годика, он Закинул, выкинул и часы всё. мои, да. И все, я в 4-м году перестал часы носить, и теперь мне что-то мешает. Вот Ну, командировки непривычно. только... Ну вот, командировки в 16-м году вот поносил, там потому что по времени Мне надо тоже всё вот делать. непривычно часы носить. А сегодня зато сколько меня машкары здесь покусал. Да, под ремешок лезут. Все, теперь снял, как будто аж дышать легче стало. Ну, не Да, знаю. конечно, я вот, поэтому я, это, как говорится, Не, здорово, здорово. Все хорошо. ну и хорошо, что поехали. Да. А что? Нет, я каждый день езжу, я же каждый день в лесу. Да, это я вот... Я уже неделю как бы с утра встаю, Не- то в одну сторону. Неделя-то не то- закончилась, 6 дней закончилась, наверное, да? А? 6 дней, наверное, прошло. Ну да. Я за это время смонтировал, а каждый ролик это, считай, день, грубо Ну, говоря. Да. Я смонтировал 5 фильмов, выпустил их, вот, занимался домашними делами, собирал ягоды, варили варенье, как бы тоже дома не съел. Выезжали вот только вчера за белыми грибами, на жареху собрали, как бы прогулялись, вечерняя прогулка с детьми. А Иван Григорьевич сегодня мне рассказывает, я ведрами белые грибы, там Да, харуса, по 2 там ведра. это, и черники собрал, все, Да, молодца. чернику собрал. Ни одного дня, чтобы дома сидел, не было Нет, такого. Нет, я Каждый на день. речку, я в одну сторону, вторую, туда поехал. там, Я еще там. ему по телефону говорю, на рыбалку-то Иван Григорьевич не ездил? А зачем? Говорит, куда мне рыбу девать? Морозильник уже полный, куда мне Да, рыбу девать? Да я еду с ягодами и, блин, поймал это 3 язя, 7 окуней и 2 щуки. Пока спускался. Совмещает полезность приятно. Зачем? И ягоды собрал, и Дай грибы Бог, собрал. спасибо тайге нашей, Да. спасибо Печоре матушке. Кормит, Она кормит натурально, и тайга кормит. Только не ленись, Да. не ленись. И не сиди дома. Движение это жизнь. Спать будешь. Под лежачий камень вода не течет. Да, точно. Yes. Сегодня... О, хорошо Ну, дай сидим. Бог. Вам здоровья. Дай Бог, да, вам здоровья. Да, Огромное потому спасибо. что будет здоровье, будет рыба, будут грибы, будет ягода, Всё будет. будет все. Если здоровье будет, мы должны бегать. А если у нас будет здоровье, значит, будет у нас все, а вы будете смотреть, как мы это всё Да, делаем. и мы желаем вам тоже здоровья. Крепкого, да. Да, И самое хотите главное почаще здоровье. на рыбалку, на охоту. Да, отдыхайте. Меньше злости, меньше яда. Да, Потом- вот насчет яда. Если жена выплескивает с утра яда много, надо купить мед. смазать. Мед боярышника.
Да, и по 2 ложечки через день. Сегодня отдаете, а завтра нет. И вот она успокаивается, и ваши нервы на месте. Это тоже продляет нормальную жизнь. Ведь все зависит от нервов. А еще когда на рыбалку уходишь, так-то смотри, ты каждый день дома, да? Жена тебя каждый день видит. Да. Успеваешь надоедать, наверное, да? Да, ну так, как тот говорил соседу, что ты все время дома до дома, пойдем-ка на рыбалку. Он говорит, так я ж ничего не умею на рыбалку. Что значит не умею? Что тебе не умею? Наливай да пей. Ну, так она меня не пускает. Ну ты тоже чудак. С вечера собираешь рюкзак, ставишь возле двери. Ну и что? Ну ставишь возле двери, а утром рано поднимаешься, раз одеяло открываешь, она спит. Ну ты так по попочке похлопал, говоришь, ну и попочка. Она взрывается. Пошел отсюда. Ты берешь рюкзак и пошел. Если не зовется. А он так сделал, собрал рюкзак, все, и утром жену открывай так резко. Хлоп, хлоп, хлоп по попочке. А она молчит. Он, да ты что, хлоп, хлоп. Ну и попа. Он молчит. Он опять хлоп, хлоп. Ну и попа. Она молчит, он говорит, да нафиг эту рыбалку. Накрылся одеялом. Если бы она сказала, пошел к черту, так можно взять рюкзак уйти. Это как в анекдоте про это. Волка и зайца-то, да? Отправляет. Ходи, Заяц. говорит. Утром волк идет навстречу заяц. Подзатыльник такой, почему без шапки? Почему без повязки? Заяц такой, заплакал. Одевает шапку. Опять волк встречает, подзатыльник. Почему в шапке? Блин, да что такое, блин? Пошел к медведю жаловаться, блин. Медведь говорит, меня волк обижает вообще без темы, ни за что. Я, говорит, иду без шапки. Почему без шапки? Иду в шапке. Почему в шапке? И бьет без темы. Медведь подзывает волка, говорит. Слушай, волчара, говорит, ты что беспредел учиняешь тут? Заяц ходит нормально, блин. Ты за него просто так докапываешься. Почему без шапки? Ну а чё он ходит тут косой, ушами? Не, слышь, ты, если докапываться хочешь, ты по делу докопайся. Как по делу, если у него все нормально? Ну, например, отправь ты его за чаем. Принесет тебе грузинский. Ты скажи, почему не индийский? Принесет тебе индийский. Скажи, почему не цейлонский? Точно. Сейчас косой от меня не отвертится. Да, тут получше. Идет, эй, заяц, иди сюда. Че? Ну-ка, сходи за чаем. А волк, тебе какой? Грузинский, индийский или цейлонский? Почему без шапки? Почему без шапки? Все равно, потому что это сразу цейлонское.